то, что мы обсуждали на днях с драгоценным нашим учителем Гишерин Чинтензином, то, что травы, которые мы собираем сами или которые мы там покупаем на рынке, аптечные травы, по сути дела, они все нуждаются в определенного вида добавках из специй и пряностей. Да, потому что у любых трав есть качество остроты и грубости, которые поднимают ветер. Ну, то есть увеличивают активность, скажем да, так. В любом случае они бодрят. Они бодрят, но у этой бодрости нету долговременного эффекта. Это кратковременный такой будет подъем энергии, за которым может последовать спад и энергетическая яма. И они усиливают болезни, связанные с жизненной силой воздуха. Поэтому вот эти вот там травы, с ветром. Да, с ветром. Поэтому вот эти травы нуждаются в том, чтобы в них добавляли еще, вот, смягчающее начало. Да, совершенно верно. Да, то есть это смягчающие добавки. Например? Кардамон, гранат, длинный перец. Имеется в виду пепелинка. Да, пепелин, да, совершенно верно. То есть и так далее. Непосредственно в чай мы можем добавлять, и тогда мы получаем эффект смягчения ветра, собственно говоря. Да. Но... В противном случае в длительной перспективе они просто будут вредить. Поэтому я не знаю, какой состав вот трав, которые вы пьете, но если это особенно надземная часть растения, а не корни, речь идет в первую очередь про надземную часть, потому что вот, собственно говоря, она усиливает ветер.